На часах 7 часов утра, это значит утро Якутии в эфире телеканала Якутия-24. Да. Ну а если вы смотрите нас в повторе, то на часах уже 8 или 9. А может быть, и в какое-то Да. другое время. А может быть и Мы вообще там не завтра полностью утром. ориентируемся, честно говоря. Но это не важно. Важно то, что 24 октября на календаре день недели, пятница, подходит к концу, завершается рабочая неделя. Кто-то этого очень сильно ждал, кто-то ждал, может быть, поменьше, кому-то все равно. Мнений может быть огромное множество, любое из них мы уважаем. Самое главное, для чего мы здесь, пожелать вам хорошего дня и сделать все, что мы можем сделать для того, чтобы этот день действительно прошел хорошо для вас. Ну а если брать в Якутск, сегодня ночью заметил, да, снег выпал. Ну, как заметить? Долго не было, но не мог не заметить. Вопреки расхожему мнению, я не в этой студии ночую и живу. Да, я передвигался по улице сегодня утром, действительно. Но теперь самое время узнать, что же произошло за ночь в других районах. В плане погоды. В плане конечно. погоды, Давайте конечно. узнаем. Давайте узнаем. Итак, сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила -1, -8. В Заречной группе -2, -9. В южных от -1 до -13. В Вилюйской группе -2, -4. В Нижневенских 7 и 9 градусов мороза. В западных от 0 до -4. В Колымензигирской -10 и -22 уже. Конкретно в Черском, в Янских -14, -22, также в Депутатском, на северо-западе -6, -11. На 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила -7 градусов, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер южный до 1 метра в секунду. Сегодня днем нам обещают пасмурный день, ветер юго-восточный от 1 до 2 метров в секунду, а температура воздуха составит -2, -3 градуса. Ну, судя по всему, в Якутске, конечно, это значит опять не капитальный снег какой-то выпал. Хотя, пока идет эфир, все может случиться. Все может И случиться. выйдем мы из этой студии куда? В сугробы. Ну, главное, чтобы выйти из этой студии. Да, и птицы все улетают уже на юг, и улетели большинство, кроме тех уток, о которых мы говорили на этой неделе. Ну, а говоря про птиц, говорят, вот у воронов интеллект 5-летнего ребенка. И теперь у нас есть железное доказательство. Герой соцсетей последних дней, ворон по имени Карлуша, который овладел человеческой речью. Карлуша не просто повторяет отдельные слова, он выговаривает целые предложения. За считанные дни видео с Карлушей собрало более 4 миллионов просмотров. Пользователи в шоке. Одни пишут, что это голос из параллельной вселенной. Другие шутят, что птица явно знает что-то такое, о чем даже мы и не догадываемся. Ученые, кстати, подтверждают, что вороны одни из самых умных птиц на планете, способные не только к имитации, но и к сложным социальным взаимодействиям. Так что, возможно, Карлуша не просто пародирует, а вполне осознанно ведет свой птичий блог. Привет, Карлуш. Молодец. Молодец какой. Молодец. Карлушечка. Карлушечка. Карлуш, молодец. Молодец. Карлушечка. Сейчас очень много снимается сказок. Карлуш, ты меня перебиваешь. Ты в курсе? Конечно. Конечно. Карлушечка. Вот. Ну а мы дальше пройдемся по теме животных, а точнее то, как животные могут неожиданно себя проявить в этой жизни. Мужчины начали использовать собак, чтобы привлечь внимание девушек. И у этого даже есть официальный термин, называется он догфишинг. Практически мошенническую тенденцию заметили в приложениях для знакомств. Парни чаще выставляют фото с собаками, чтобы создать образ доброго, заботливого и надежного партнера. А главный подвох в том, что зачастую четвероногий друг для съемок принадлежит не самому парню, а его друзьям, родственникам или вообще случайным людям в парке. Пес нужен исключительно для повышения рейтинга в приложении. Именно это и называют догфишингом. В ответ на эту хитрость в сети уже родились свои правила безопасности. Девушки шутят, что теперь к фото с питомцем нужно требовать серьезные доказательства в виде ветпаспорта и фотографий мешков с собачьим кормом. Запросить надо, да? Ну, смотри, мошенничество даже вот и до этого дошло, да? Вообще, даже если взять в пример, что мы крадем чужие жизни, да, ну, не мы с тобой конкретно, а вообще люди, как это принято в социальных сетях. Мы, кстати, недавно в эфире говорили об этом, да, что жить чужой жизнью, создавать видимость, да, ну, все это, конечно,
об этом мы должны говорить. Это действительно проблема, чтобы как-то предостеречь потенциальных жертв. Да. Ну, а так просто говоря про это все, не нова схема. Раньше очень было... Бывали случаи, я как бы свидетелем живым не был, но слышал истории, когда мужчины там брали детей у своих друзей, родственников, там, были с племянником, ходили по магазинам, и наличие ребенка у мужчины, да, вот в каком-то общественном пространстве, как будто бы немножко приукрашало его в глазах женщин. Тоже как-то вызывало доверие, Да, наверное. ну ничего в этом хорошего, конечно, нет, потому что, ну, если знакомство нам для чего нужно, чтобы попытаться построить отношения, если они изначально на каком-то вранье начинают строиться, скорее всего, ни к чему хорошему они не приведут. Да, поэтому будьте аккуратны и проверяйте и доверяйте только достоверной информации, как, впрочем, и наши коллеги из новостной службы. Да. Передаем им слово. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. С июня следующего года социальный фонд начнет выплачивать семейную налоговую выплату родителям с 2 и более детьми. Об этом сообщил глава фонда Сергей Черков на пленарном заседании в Госдуме. В настоящее время идет подготовка информационных систем к предстоящим выплатам. Получить денежную помощь смогут родители, средний доход которых не превышает 1,5 прожиточных минимумов региона. Важно, чтобы имущество семьи соответствовало установленным критериям и у заявителей не было долгов по алиментам. Размер выплаты составит 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц. С начала специальной военной операции в Якутии заключено 175 социальных контрактов, из них 65 заключено с участниками СВО и 110 с членами семей военнослужащих. Социальный контракт в том числе может быть направлен на трудоустройство, профессиональное обучение и переобучение. Для получения консультации и заключения контракта необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Период действия контракта, а он у нас заключается на период до 9 месяцев, это возможно, мы помогаем в том числе и материально. Это различная финансовая помощь в начале и при завершении контракта, уже после заключения договора на трудоустройство. Также могут быть оказана такая помощь, как обучение и переобучение, в том числе за счет средств социального контракта, а также оплачиваться стажировка. В Нерюнгри прошел вечер памяти. 22 октября – День белых журавлей, поэтическая и памятная дата, посвященная солдатам, павшим на полях сражений. Мероприятие для нерюнгринцев было организовано Доброцентром волонтеров культуры Нерюнгринского района совместно с молодежным центром города Нерюнгри. На вечере прозвучали как всем знакомые, так и новые произведения на тему мира, войны и гуманности. День белых журавлей объединяет поэзию, память о погибших на полях сражений и дружбу всех народов. Тем самым память о защитниках Отечества в нашей стране продолжает передаваться из поколения в поколение. Мы специально пригласили коллег-журналистов, пригласили работников культуры. В основном это не профессионалы, но люди, которые близки мне по духу, по сердцу, для того, чтобы они сегодня разделили с нами этот вечер, и чтобы мы напомнили людям, горожанам, нерюнгринцам о том, что нужно всегда помнить о своих героях, тех людях, которые защищали нас, наше Отечество в суровые годы Великой Отечественной войны и сейчас в годы специальной военной операции. В ноябре Социальный фонд России перечислит семьям все детские пособия досрочно в связи с предстоящими праздниками. 1 числа россияне смогут получить следующие выплаты. На детей до 17 лет, беременным женщинам, на первого ребенка до 3 лет и на ребенка военнослужащего по призыву. В этот же день поступят и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей. Для работающих их направят 7 ноября вместо 8. Если средства доставляет Почта России, получить их можно будет до 25 ноября в соответствии с графиком работы отделений в каждом регионе.
А после важных новостей предлагаем переключиться и зарядиться энергией на предстоящие выходные, в том числе впереди 2 дня отдыха. И чтобы провести их активно, начинаем с правильного настроя на пятницу. Нас ждет бодрая разминка, которая поможет проснуться мышцам, улучшить кровообращение и подготовить тело к новым свершениям. Всего несколько минут, а эффект почувствуется сразу. Присоединяйтесь к нашей пятничной зарядке. Спортивный инструктор покажет упражнения, которые подарят вам легкость и бодрость на весь день. Всем доброе утро, меня зовут Мария Расторгуева, и у нас сегодня зарядка с акцентом на наш пресс. Итак, наше первое упражнение – бег в упоре. Упираемся на прямые ручки, ножки вытянули и на выдохе коленки к себе. Выдох, вдох, выдох, вдох. 20 повторений и начали. 1, 2, 3, 4, дышим. Выдох, вдох, выдох, вдох. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Закончили. Следующее наше упражнение – скручивание лежа. Ложимся на спину. Ножки подняли, сгибаем в коленках, ручки за голову и крест-накрест. Касание на выдохе. Выдох, вдох, выдох, вдох. И начали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 9 и 10. И следующее наше упражнение – подъем ног лежа. Ложимся на спину, руки под таз, голову не отрываем от пола, ножки поднимаем на 45 градусов. И начали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Наверху выдох. 8, 9 и 10. И если вам не сложно, можете еще 10 раз повторить. Продолжаем работать над нашим прессом. Дальше. Ручки вытянули и касаемся ног. Ножки поднимаем и касаемся. Выдох, вдох, выдох, вдох. Повторяем 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Кому не сложно, делаем еще 10 повторений. И в заключение мы сделаем растяжку. Так. Тянемся вперед, растягиваем наш пресс, дышим, выдох. Тянемся. 1, 2, 3, 4. Назад ушли. 1, 2, 3, 4. Еще раз. 1, 2, 3, 4. И последний раз. 1, 2, 3, 4. Я рекомендую вам делать эту зарядку каждое утро, и у вас будет плоский живот. Всем хорошего дня. Всем пока. А после такой зарядки самое время, наверное, восстановить силы, подкрепиться, тем более, что сегодня пятница, прекрасный повод порадовать себя вкусным и полезным блюдом перед выходными. Осень дарит нам щедрый урожай овощей, и в рубрике «Блюдо дня» сегодня мы приготовим яркий осенний салат. Он сочетает в себе сезонные витамины, насыщенный вкус и простоту, то, что нужно для легкого старта дня. Присоединяйтесь к нашей кулинарной паузе, и, возможно, этот рецепт станет украшением вашего стола в эти уютные осенние вечера. Доброе утро, меня зовут Акыл, я шеф-повар ресторана Kitchen. Мы с вами сегодня приготовим легкий салат осенний. Для начала берем апельсин, очищаем его от кожуры. Режем его кубиками. Ложим сверху микс салата. Берем свекла, тоже режем кубиками. Свекла тоже сверху ложим. Красный лук. Колечками.
И заправляем с лимонно-горчичной заправкой. Соус лимонно-горчичный сделан из горчицо-зернистой, сока лимона и масла. Поливаем. Мешаем прям с руками. Теперь мы сервируем наш осенний салат. Берем тарелочку, выкладываем туда салат, весь перемешанный соусом. Сверху сыр фета. У нас в таком виде. Прям какие-то. И также добавляем смесь орехов. Это измельченные орешки, грецкий орех, тыква и кедровые орешки. Наш осенний салат готов. Всем приятного аппетита! Совсем скоро нас ждет грандиозное событие. Премьера спектакля «Александр Невский» в Русском драматическом театре имени Пушкина. Состоится она 7, 8 и 9 ноября. И это будет масштабная эпическая постановка, в которой задействована вся труппа, для которой пошито больше 70 костюмов, а также специально закуплено сценическое оружие, готовятся захватывающие батальные сцены. Но самое главное – это история о человеке-легенде, чьи решения определили развитие Руси на столетия вперед. Сегодня в нашей студии главный режиссер театра Андрей Габушев, а также исполнитель роли Александра Невского Евгений Кузьмин. Александр, Евгений, доброе утро. Доброе утро. Ну, Андрей, вопрос такой, да, с чего вообще начинается подготовка, наверное, к таким масштабным постановкам? Ну, все начинается со слова, как говорится, с автора. Автор у нас удивительный человек, Сергей Прачев, будучи абсолютно не творческим человеком, ну, в смысле, не из творческой профессии, он строитель, написал уже не одно произведение, и вот с этого все и началось. То есть произведение попало к нам, и мы теперь все лето работали над ним, как-то по-своему чуть перерабатывали, что-то сокращали, что-то добавляли, а сейчас вышли уже на этап сценического воплощения. На финишную прямую фактически. Да, фактически так. Ну, насколько постановка масштабная, сколько артистов задействовано, вот как мы уже сказали, более 70 костюмов. Да, у нас почти вся труппа занята, и в этом сложность, потому что на каждого нужен костюм, а кому-то еще несколько костюмов, потому что переодевание народу не хватает, хотелось бы больше народу, хотелось бы полностью всю сцену витязями заставить там, или крестоносцами, да, Ливонским орденом. Но все равно есть определенные сценические ограничения, то есть у нас труппа не резиновая, вот из-за этого людям приходится переодеваться. А в целом, вот на этапе подготовки, да, реализации этого проекта, вот пути до сегодняшнего момента, до точки, в которой находимся сегодня, что было самым сложным, вот кроме того, что мы уже услышали, что хотелось бы, конечно, больше человек, труппа не резиновая, что еще вызывает сложности при работе вот над такими масштабными проектами? Вообще каждый этап вызывает свои определенные сложности, как я уже рассказывал, на этапе проработки пьесы, инсценировки, свои, да, трудности. Сейчас, когда читка идет, тоже адаптация, когда люди читают, чтобы присвоить этот текст, да, себе, это определенные трудности. Сейчас у нас реализация на сцене, это декорации только начинают появляться, а пока полностью декораций нету, это тоже сложно адаптировать в сценическую площадку, это тоже определенные трудности. Сейчас Евгений начал сценическими боями заниматься, еще одни трудности. Опять же, доспехи, которые мы ждем, они еще в пути. Ну, то есть сейчас часть привезли, часть еще готовят, делают. Это Саровская артель, это все равно логистика определенная, тоже трудности. То есть каждый этап это такой, знаете, как в какой-то игре, что ли, когда каждый уровень свои сложности. Но все же интересный. Да, конечно. Да. Именно вот эти сложности, ступени добавляют как раз интерес к работе. Евгений, ну как вы соглашались на эту роль, да? Насколько волновались? Как вот готовитесь, да, вот как сказал Александр?
боевое какое-то искусство, да, Сценические начали. Да, Андрей Григорьевич, конечно, так вот описал все. Я даже и не знал, что столько проблем. У нас поменьше проблем. у актеров. Да, но так как у нас репертуарный театр, у нас не принято отказываться от ролей, да? То есть нет такого «я согласен, я буду играть». У нас приметы есть: откажешься от роли, потом будешь долго без ролей. Вот. Готовился. Было нелегко, скажем так, потому что все-таки личность такая объемная, очень ответственность большая. И, скорее всего, когда я узнал, что я буду играть эту роль, включилась такая гиперсобранность. Да? И потому что ответственность на плечах театра все-таки тема такая важная и нужная. Поэтому я надеюсь, что весь наш коллектив будет максимально мобилизован для того, чтобы показать эту историю. Вот говоря про роль Александра Невского, в любом случае у любого актера своя трактовка любого исторического персонажа, которого он играет. Что будет в вашей трактовке Невского? Да, если говорить, конечно, о трактовке, хотелось бы, конечно, максимальной свободы в этой теме, но есть еще режиссер, немаловажная фигура, и он дает такой определенный коридор, да, где ты можешь что-то придумывать, естественно, не на 100% проявить свою фантазию, но подход к роли — это определенный такой снивелированный момент между режиссером и актером, да, договоренность такая. И, наверное, до сих пор еще нет 100% такой огранки этой роли, потому что вот хоть и финишная прямая, но все еще мы думаем, потому что личность очень объемная. И показать все за то время, которое нам предоставлено на сцене, мы не сможем. И что важно, мы так еще оттачиваем. Поэтому... Но хочется выделить то, что его любовь, его приверженность к вере, вот этой вот самоотверженная такая любовь к вере и борьба за нее. Вот это хотелось бы максимально показать на сцене. Там, что получится, еще пока смотрим, пробуем, делаем. Ну вот, возвращаясь к теме боевых сцен, да, мы вот только что посмотрели, как проходит подготовка, занятия. То есть это специально приходит человек, обучает, да? Не просто да, же... у нас Александр Александрович, наш директор и художественный руководитель театра. Так получилось, что у него есть вот это образование сценических боев. Он занимался, когда-то даже преподавал сценические бои в институте. И сейчас он взялся за это дело и плотно работает как раз со всей мужской труппой, да, с мужчинами нашего театра, выстраивая сценические бои. Да, хотелось бы сказать, что повезло нам. Но потом, когда мы взялись за это дело, это очень забавно, потому что у нас труппа уже все старше 30, и все обросли своей зоной комфорта. И когда нас вытащили на сцену, поставили в шахматы, и перед нами стоит директор и говорит: ну что, берем шпаги в руки и начинаем. И все так переглядываются: серьезно, мы сейчас будем это делать? Мы сейчас... И вот так вот 2 часа на согнутых ногах. Мы такие: ничего себе. Могло бы быть и так, стоит директор и говорит: а сейчас битва за премию. Мне кажется, тогда бы мы лихо бы кинулись в бой. Да. Ну и завершая нашу беседу буквально в 2 словах, да, вот если зритель, да, в какой-то массе, да, в большом количестве зрителей, мы имеем в виду, выйдет после спектакля, и вот у него в голове должна быть какая-то одна мысль, возможно, одно слово, которое бы охарактеризовало, дало бы оценку вот этому спектаклю со стороны зрителя. Какое бы это слово, какая бы эта мысль была бы, хотелось бы вам, чтобы она была? Что донести, да, до зрителя? Наверное, хотелось бы, чтобы люди, не знаю, или учебник, или книгу про Александра Невского открыли, и им интересно стало житие его. То есть насколько мы совпали, смогли передать всю его жизнь, потому что, опять же, как Евгений сказал, за 1,5 часа уложить всю историю жизни Александра Невского очень сложно. То есть мы только какие-то ключевые события из жизни берем. А на самом деле личность уникальная, и хочется, чтобы люди изучили не только школьную программу, что они проходят, а действительно какие-то моменты интересные. Да, а мне бы хотелось, наверное, чтобы испытали гордость. Не только за театр, за нашу труппу, а все-таки это такая тема и такая личность. За личность, за историю, да? Конечно. И, конечно, интересно, 7, 8, 9, и только вот эти 3 дня, да, можно будет посмотреть.
3 дня это премьера, а Мгм. потом спектакль перейдет в репертуар театра. Станет постоянно. И да, и в декабре также, ну, уже назначен следующий показ. То есть это не ограниченная история, это только то, что вот сейчас покажем. Кстати, это юбилей автора у нас еще будет 7 числа. Мгм. То есть автор приедет и увидит, у него получается двойной праздник и юбилей, Как и здорово. спектакль, да. Вот. Классно, когда все совпадает. Мне кажется, это не случайность, а вот судьба, чтобы и юбилей, и авторство твое выходит. Ну а вам спасибо. Желаем, конечно же, полного зала все 3 дня премьеры и полных залов вообще на всех спектаклях в дальнейшем. Спасибо. Спасибо. Ну и ждем, конечно, премьеру с нетерпением. Ну, до премьеры еще 2 недели остается. Тем не есть менее, время. вообще поход в театр отличный досуг, да, выходного дня. Можно сходить в театр, да. Но, к слову, не будет никто также и осуждать, если в свои выходные вы решите просто дома посидеть. Такую погоду, кстати, которая сейчас за окном, время провождения дома выглядит более привлекательным. И у нас даже есть идея, как создать особое настроение в домашних условиях. Можно даже не ждать, когда наступят выходные, и начать отмечать сегодня День любви к теплым носкам, например. Да, и если есть такой праздник, да, и это прекрасный повод надеть самые уютные носочки и заварить чай, и устроить теплый уютный вечер. Большего эффекта вы добьетесь, если во всем этом будет участвовать вся семья, ну или компания друзей, или любимый человек. В том числе, да, о других замечательных знаменательных датах сегодняшнего дня узнаем далее. На календаре 24 октября – Всемирный день информации о развитии. По народному календарю – День Святого Филиппа. На Руси на Филиппа обычно начиналась канитель. Так люди называли распутицу и грязь на дорогах. Важное значение для этого дня имели снег и лед. По снегу судили о будущих прибылях. Если он лег на сырую землю, но не растаял, весной можно было надеяться на хороший доход. Кроме того, утренний снегопад на Филиппа предвещал студеную зиму. Если реки к этому времени замерзали, то нужно было обязательно походить по льду. Это сулило улучшение в денежных делах. Этот день в истории. 1648. Заключен Вестфальский мир. 1897. В России проведен первый официально зафиксированный футбольный матч. 1924. Начало выхода газеты «Молодежь с севера» «Хотугу Итчат», ставшей первым молодежным изданием на якутском языке. 1935. На Спасской башне Московского Кремля установлена первая пятиконечная звезда. 1939. Впервые поступили в продажу нейлоновые чулки, создав ажиотаж среди покупательниц. 1950. В СССР создан армейский спецназ. В этот день родились Парацельс, швейцарский врач и алхимик; Вильгельм Вебер, немецкий физик; Даниэль Сваровский, австрийский предприниматель, основатель хрустальной империи Сваровски; Константин Юон, русский и советский живописец, теоретик искусства, народный художник СССР; Серго Орджоникидзе, советский государственный и политический деятель; Аркадий Райкин, советский актер театра, эстрады и кино, режиссер, юморист, народный артист СССР; Надежда Троян, советская разведчица, кандидат медицинских наук, герой Советского Союза; Венедикт Ерофеев, советский писатель; Динара Асанова, советский режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Илларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Феофан, Филарет и Филипп. А наша рубрика «Даты и события» – прекрасный повод поговорить об истории, которая ближе, чем кажется. И дороги Якутии – это отдельная эпопея, где суровые условия всегда требовали выносливых машин. Но знаете, каким видели вообще идеальный внедорожник в Советском Союзе полвека назад? В городском ретро-музее хранится уникальный экспонат – люксовый внедорожник конца 50-х годов, который называют советским Франкенштейном. Как он создавался, почему стал легендой и что в нем особенного, смотрите в нашем следующем сюжете. ГАЗ-69 – советском внедорожнике, который, однако, в свободную продажу никогда не поступал.
Если учесть, что страна в то время осваивала целину, а территория страны подразумевала во многом отсутствие дорог, призыв Никиты Сергеевича Хрущева выдать за 10 дней на гора «Москвич» для колхозников был как никогда кстати. Горьковский и Московский автозаводы выдали по прототипу внедорожников с кузовами от легковых авто. В случае «Москвича» это стал именно «Москвич-410» на базе 402 модели. Казалось бы, сделать полноприводный автомобиль из «Москвича-402» было не очень сложно. Был опыт полноприводной победы на Горьковском автозаводе. Но проект «Москвича-410» потребовал немало серьезных изменений. Внедорожные версии по сравнению с базовым «Москвичом-402» очень серьезно переработали. «Москвич-410» получил не только ведущий передний мост, но и иной, чем у серийной машины, задний. Для этого двигатель пришлось поднять над ведущим мостом, а заодно усилить кузов. Полноприводный «Москвич-410» стал тяжелее 402 на целых 200 килограмм, что повлекло рессоры вместо амортизаторов на базовой модели. Уже стала колея, зато клиренс был внушительный даже по меркам серьезных современных джипов и достигал 220 миллиметров. Двигатели почти на всех машинах стояли 45-сильные, объемом 1360 кубических сантиметров, что давало максимальную скорость до 95 километров в час. Коробка передач была трехступенчатой, стояла раздатка с понижайкой. Серийное производство модели началось в феврале 1957 года. Всего за 3 года было выпущено порядка 10 тысяч машин, включая универсал «Москвич-411». Стоит ли говорить, что спрос был огромный, но нюансы производства потребовали снять автомобиль «Москвич-410» с конвейера. Следующим доступным внедорожником стала лишь «Нива». Но это совсем другая история. А во Владивостоке активно развиваются общественные места для отдыха. Сравнительно недавно в городе открылась новая очередь на Нагорном парке, один из излюбленных мест отдыха жителей. Подробнее об этом месте расскажет Лиана Осипова. Прямо сейчас я нахожусь на Нагорном парке. Его главная особенность в том, что отсюда открывается шикарный вид на город. Прямо сзади меня мы можем наблюдать самую главную достопримечательность нашего города. Это Золотой мост. Он стоит прямо на бухте Золотой Рог. Еще несколько лет назад здесь находилась автостоянка и заброшенная свалка. Сегодня же это современный благоустроенный парк. Он был открыт в 2021 году и с тех пор не перестает развиваться. Появляются новые пешеходные дорожки, смотровые площадки и зоны отдыха. Что примечательно, территория полностью адаптирована для маломобильных граждан. Расположенный в самом сердце города, Нагорный парк стал настоящим зеленым оазисом мегаполиса. Вообще, я первый раз посещал Нагорный парк в 2023 году. На тот момент, насколько я помню, была построена только первая часть Нагорного парка. Насколько мне известно, за счет директора компании ДНС. Сейчас была построена уже вторая часть Нагорного парка, и это место очень многим нравится, жителям и гостям нашего города. Кроме того, парк стал активным участником культурной жизни города. Здесь проходят фестивали, концерты, мастер-классы и экскурсии, которые объединяют горожан и привлекают туристов. Местные жители особенно ценят парк за его гармоничное сочетание городской среды и природного ландшафта, а также за возможность проводить время на свежем воздухе. Я бы 100% порекомендовала это место именно для тех, кто устал от городской суеты, но при этом не имеет возможности выехать за город. И тут можно как раз таки отдохнуть, просто прийти вечером, посидеть после работы, после рабочего дня. Мне как студентке, которая учится в этом городе, очень приятно, что в нашем городе открывается все больше и больше мест, где можно просто погулять, отдохнуть как-то. И в целом очень хорошее место. Нагорный парк не только украшает город, но и становится центром притяжения для всех, кто стремится к активному образу жизни и хочет насладиться красотой приморской природы. Лиана Осипова, Владивосток.
Ну а где встречаются древняя магия и искусство? Что хотели сказать нам предки через века? Ответы на эти вопросы наш коллега Руслан Ачиров отправился искать к уникальному памятнику в Алекминский улус. Это не просто камень с рисунками, а настоящая каменная книга, страницы которой пытаются прочитать современные ученые. Давайте вместе прикоснемся к тайне. В конце сентября мы отправились в большое путешествие на лодках из города Якутска. Одной из целей было посещение древних писанец Суруктах-Хая в Алекминском улусе. Давайте познакомимся с ними поближе. Для этого нужно было проделать водный путь длиной в 700 километров. И вот сегодня находимся здесь, у подножия Суруктах-Хая. Дело в том, что это единственный в Якутии пример наскальной живописи с максимальным количеством рисунков. Здесь, на этой скале, около 117 рисунков. Есть теория, что вообще вот это здесь собирались племена. То есть это было такое что-то вроде места такого, может быть, празднования, жертвоприношения. Тут также есть жертвенник. И со всех сторон, ну это тоже теория, да, но она мне очень нравится, приезжали и приносили в жертву богам, чтобы все было хорошо, и наносили вот такие вот наскальные рисунки охрой. На фотографиях это совсем другое, да, но когда мы даже из-за поворота на лодке зашли, это прям такое, действительно, скорее всего, не зря выбрали наши древние предки вот эту скалу, потому что она огромная, массивная, она такая величественная. И прямо, ну вот я поделился с ребятами, что выходишь, как-то мурашки, да, такие вот, что-то такое тебя переполняет. И здесь она очень эффектно смотрится и просто поражает воображение. Здесь можно разглядеть, ну вот можно видеть, да, и силуэты людей, животных. Есть также различные символы, но я, к сожалению, не ученый, поэтому я не знаю, что они означают. Я вот могу судить только по тому, что я вижу. И, например, не знаю, вот есть такие вот групповые как бы рисунки, несколько человек, допустим, в ряд. Также, если обратить внимание, есть такие нанесенные черточки, да, и их, если я не ошибаюсь, везде по 9 штук. По-моему, очень емкое название дал академик Окладников. Замечательная священная скала. Вот 3 слова он вобрал суть этой скалы. А Березкин в преданиях пишет: «Эркин курду халкахатас». Эркин – это стена. Стена, которая означает как бы фундамент, подсознательный и для размышления о сути жизни. Я вкратце могу сказать, это древняя история обитателей Верхней Елены. И совмещает в себе первое, это как памятник природы, замечательный памятник природы. Сразу же видно издалека. И какое-то уважение появляется у любого человека. А со временем, кажется, вот уважение переросло в почитание. И был у нас замечательный доктор Герасим Сливин. И он, ну, на наш взгляд, вот 2 письма, 6 знаков, он на современный якутский язык. Эсиктул – это священное слово, тыл – слово, язык. А эсик – это священное, он на современный перевел. И элик – слово, современное – это или, рука. И рука означает у древних тюркских народов 5-50. Рука, или он написал 5 или 5, 50 он написал. Я не могу конкретно, но таких мало. Таких насыщенных.
И такие высокохудожественные. Вот. И каждый раз надо подумать, сравнить. Вот человек сразу же видно. И вот недалеко от Якутска, 240 километров, есть петровские надписи. Люди похожи. Вам спасибо за то, что вы такие намерения есть, хорошие передачи сделать про морковь, про писаницы, про эту замечательную священную скалу. А скала – это очень хорошее слово. Твердь. Твердь нашей жизни. Хочется посмотреть продолжение очень, послушать. А я знаю, как послушать. Как? А в одном из грядущих выпусков программы «Испытано на себе» более подробно и уже от и до все это будет рассказано. Ну, смотри, история, она действительно такая, да, вещь. Столько наскальных рисунков мы находим и по сей день, да. Помнишь, мы, кстати, в командировку ездили на Иланку, там тоже были рисунки, очень интересные рисунки, да. в труднодоступных местах, и здорово, что все это изучается, действительно послание от предков, и что вот действительно таят они в себе, чем они жили, да, конечно, фундаментальная работа, и на самом деле очень трудно изучать, мне кажется, вот события, которые были, это одно дело, когда мы говорим про события, 2 века назад было, там нет от живых свидетелей, что-то могло потихоньку до нас дойти, то есть через несколько поколений, естественно. А когда мы говорим про вещи, которые 1000, 2000, 3000 лет назад, то есть это, настолько, как вот нужно умудриться, да, вот понять, что ты обнаружил, понять, для чего это было написано, воссоздать какую-то картину и попытаться объяснить людям. Мне кажется, очень-очень сложно. Да. Очень сложно. До сих пор, да, ученые разгадывают. И причем дело даже не в том, что находится у нас на территории республики. Посмотрите на мировую историю, там даже Древний Египет. Вроде бы все уже о нем известно, а нет, каждый раз что-то новое находится о периодах жизни этой территории вот много-много лет назад. Да, есть повод о чем задуматься. Да. Между тем мы сами, в свою очередь, живем сейчас и формируем что-то, что станет историей для потомков наших через много веков. И наши события уже как будто бы проще где-то зафиксировать. Нам не нужны скалы, мы фиксируем это и в цифровом пространстве, мы фиксируем это и в физическом каком-то плане. Так, например, все события крупные всегда описываются до сих пор, и, мне кажется, будет это продолжаться, в газетах. И как раз-таки сегодня выходит в тираж новый выпуск еженедельника «Якутия». Да, давайте узнаем, о чем можно будет почитать в нем сегодня. Здравствуйте, дорогие телезрители! Коротко о самых интересных материалах в свежем номере «Якутии», главной газеты республики. Какой автомобиль можно считать самым оптимальным для условий Якутии? Таким вопросом мы задались накануне Дня автомобилиста и опросили автолюбителей, профессиональных водителей и узнали мнение экспертов. Кроме того, в рубрике «Тема номера» мы проанализировали прошлое и представили будущее такой важной отрасли, как автомобильные перевозки. Логичным продолжением транспортной темы станет репортаж со строительной площадки Ленского моста. Что сделано в этом году? Что еще предстоит до Нового года? С какими трудностями столкнулись мостостроители? Обо всем этом читайте в репортаже журналиста Аламжи Будаева. Вокруг меня сидели крепкие, трезвые мужчины. Потом подошли 3 симпатичные женщины. Сложно представить, что они не просто пили, а беспробудно пьянствовали на протяжении долгих лет. Как эти люди сумели выкарабкаться из глубокой жизненной ямы, читайте в этом номере истории возрождения анонимных алкоголиков. 5 мировых премьер в Якутске. Невиданное на самом деле событие прошло как-то незаметно. Между тем, проект совместного российско-китайского оркестра народных инструментов успешно реализуется на базе Арктического государственного института культуры и искусства республики и по праву считается уникальным в своем роде. Все подробности проекта в этом выпуске «Якутии». Как сварить мыло в домашних условиях? Почему мыловарение стало семейным увлечением? Своим опытом в этом интересном хобби, а при должном подходе и небольшом бизнесе делится якутянка Людмила Белоусова. А еще в номере новости спорта, культуры, деловой и политической жизни.
Будьте в курсе событий, читайте газету «Якутия». Хорошего вам дня! Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Паромная переправа Якутии по маршруту Якутск-Нижний Бестях перешла на осенний график в связи с началом ледостава на реке Лени. Это повлекло за собой введение специальных межсезонных тарифов на перевозку. Как сообщает компания «Паромы Якутии», на линии сейчас работают 6 паромов, которым при необходимости помогает ледокольный буксир-механик Курбатов. Отправление судов производится по мере полной загрузки. Предполагается, что переправа в таком режиме проработает до конца октября. Работа не волк, в лес не убежит. И раз уж работа неотъемлемая часть нашей жизни, то эта постоянная перемена должна быть безопасной. В столице республики прошла деловая игра среди специалистов по охране труда. Сначала участников проверили на знание теории в форме квиза, затем специалисты показали практические навыки оказания первой помощи. Помимо оценки компетентности, игра преследует и еще одну цель – сплочение работников в области охраны труда. Испытать себя решились 40 человек из разных сфер от образования до промышленности. В нашей деловой игре участвуют специалисты по охране труда крупных организаций, предприятий, а также специалисты по охране труда органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти. Игра проводится для закрепления теоретических и практических навыков по охране труда, а также для скрепления сообщества, знакомства, обмена опытов работников по охране труда. В промышленной зоне Айхальского горно-обогатительного комбината появился новый яркий ориентир. Высотные трубы, фабричная котельная теперь украшает архитектурная подсветка, выполненная в цветах российского триколора. Проект был реализован силами работников цеха сетей и подстанции «Энергетика», которые выполнили монтажные работы в течение месяца. В планах энергетиков продолжить преображение промзоны. Вскоре аналогичная подсветка будет установлена и на здании карьера «Юбилейный». Выбор подсветки в цветах триколора был сделан осознанно в знак солидарности энергетиков Айхальского ГОКа с энергетическими комплексами всей нашей большой необъятной страны. Это как и дань патриотизму и создание хорошего настроения работникам. В Якутске дали старт 13-му Всероссийскому фестивалю «Наука 0+.» В течение 3 дней ученые научных учреждений республики расскажут школьникам и студентам, а также заинтересованным взрослым о своих достижениях. Все лекции и выставки проходят в доступной и понятной форме. В рамках фестиваля в этом году планируется проведение более 180 мероприятий. Основными площадками выступают Федеральный исследовательский центр Академии наук, подразделения научных институтов, вузы и колледжи Якутска. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Вот как наши коллеги только что рассказали новость, да, последнюю в республике, одно из самых значимых событий в научной жизни проходит. Это фестиваль «Наука 0+». Уникальное мероприятие, которое уже много лет объединяет всех, кто интересуется наукой и собственно, вообще новыми открытиями. Сегодня в нашей студии подробнее о фестивале расскажет Михаил Присяжный, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия. Михаил Юрьевич, доброе утро. Здравствуйте. Вот только что вы были в выпуске новостей, там, теперь уже у нас вот здесь магия телевидения. Тоже, кстати, не без науки это все получилось. Спасибо вам за такую совместную работу. Вот. Давайте подробнее о фестивале «Наука 0+». Как будто бы из названия уже говорится, что для всех оно проходит, то есть от мала до велика можно прийти, прикоснуться к научному процессу. Действительно, «Наука 0+» это обозначает, что это для любого возраста, потому что в разном возрасте можно прийти в науку, и есть разное понимание того, чем наука полезна. Потому что в основном все, что вокруг нас, это все в прошлом достижения ученых, то, что, чем они занимались, это сейчас внедряется. Сейчас тот сюжет, который прозвучал, здесь уже мы должны наносить некоторые коррективы. Потому что действительно в 2006 году этот фестиваль родился на площадке Московского госуниверситета, как всероссийский фестиваль, а сейчас он уже международный.
И потому что 10 стран участвует. Это и Беларусь, это Узбекистан, это Казахстан, это Китайская Народная Республика, это Республика Куба, ряд других стран. И это получается в связи с этим интересно. Потому что есть два лозунга основных у этого фестиваля. Это «Прикоснись к науке». Это любой из нас может. И второй лозунг «Сделай свое открытие». Это уже не у каждого получается, к этому нужно идти долго. Поэтому, конечно, основной интерес здесь это то, чтобы как можно больше людей заинтересовались работой исследователя, чтобы они в будущем пришли как смена для ученых. Именно поэтому с таким энтузиазмом ученые и вузовская наука, и академическая наука, они общаются с людьми разного возраста. Ну и вот уже несколько лет, наверное, когда мы уже выросли из формата только на базе Северо-Восточного федерального университета, где мы когда-то стартовали, да, и выросли из масштаба даже 50 лет Победы, условно, да, мы перешли на масштаб исторического парка «Россия. Моя история». Тогда я помню, что у нас фестиваль стал семейным, что очень важно. То есть люди разного поколения, бабушки, дедушки, родители, дети, внуки приходят, общаются, друг другу задают вопросы, и иногда дети знают гораздо больше. Ну вот, кстати, про участие вот отметили очень хорошо, что лозунг первый «Прикоснись к науке», то есть он подразумевает, что в принципе даже люди, которые сегодня далеки от науки, они могут прийти и погрузиться в этот мир. Да, погрузиться в мир, понять, что им еще не хватает. И ведь задача же была вызвать интерес, то есть чтобы интересовались научными изданиями, публикациями, достижениями. И плюс наука за собой ведь ведет технологии. Не зря у нас сейчас до 2031 года президент страны объявил десятилетие науки и технологий. То есть не просто исследование ради исследования, а то, что потом превращается в технологии и внедряется. Поэтому у нас в этом отношении фестиваль очень хороший, активный, много участников, и нам одного дня явно не хватает. Ну вот тема «Моя квантовая вселенная» станет основной, как мы слышали, да? Ага, расскажите. Да, это традиция фестиваля, она тоже очень хорошая. Мне, например, за все годы проведения больше всего запомнился фестиваль, который Организация Объединенных Наций объявляла Международным днем периодической системы химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. То есть дальше там отмечали даже не фамилию и не страну, отмечали, конечно, изобретение, но для нас это было очень приятно. В этом году тоже, это по инициативе Организации Объединенных Наций, объявлен Международный год, он так и называется, квантовой науки и технологий. То есть вот очень даже созвучно с тем, что происходит в России. Почему? Потому что квант — это и физика, это единицы, да, величин, то есть это квант энергии, это квант света, фотон. Самая такая, можно сказать, неделимая часть, да, какой-либо величины. И квант — это в то же время информатика. Потому что есть квантовые компьютеры, которые за счет того, что в разных состояниях одновременно могут находиться эти единицы, идут параллельные вычисления, то есть идет большое ускорение. Поэтому, кстати, в рамках фестиваля целый ряд коллег, например, из Якутского института водного транспорта, есть несколько лекций и мастер-классов, посвященных как раз достижениям физики. Конечно же, площадки Северо-Восточного федерального университета традиционно. Но и мне особенно запомнилось, и рекомендую лекцию, потому что формат разный будет. Будут викторины, будут показ научных фильмов, будут экскурсии, будут мастер-классы, но и будут лекции. И причем лекции эти будут оставлены в доступе в свободном. И вот, например, одна из лекций этого года, такая хорошая тема «Великие прозрения в квантовой физике». Потому что так же, как и Дмитрий Иванович Менделеев, мы с вами знаем, да, тоже очень много ему приснилось, но он к этому долго шел. Так и очень многое то, что сейчас мы пользуемся в квантовой физике и в современной информатике и физике, в своей реальной жизни, оно тоже пришло путем прозрения на основе достижений предыдущих поколений исследователей. Ну вот кого из лекторов можно еще послушать, да? Да, лекторов много, очень интересных. И причем здесь не только именитые ученые. Конечно, самым, наверное, знаковым не лектором, человеком, наверное, этого года для нашего фестиваля является Валентин Николаевич Пармон. Это вице-президент Российской академии наук, председатель Сибирского отделения РАН. Он был здесь недавно, было выездное заседание РАН. Он в знак уважения к достижениям нашей науки был в Мегино-Кангаласском Улусе, посетил школу, которую закончил Владимир Петрович Ларионов, первый наш академик РАН из народа Саха. И мы попросили, он буквально перед тем, как переправляться через реку Лену, это было некоторое время тому назад, еще переправы работали, он обратился к школьникам
и ко всем участникам фестиваля «Наука 0+.» Вообще мы хотели бы проводить фестиваль «Наука 0+,» как он проходит в Новосибирской области, где сибирское отделение РАН работает, что ну, там территория другая, им проще. Они стараются дойти до каждого муниципального района. У нас тоже такая задача. Михаил Юрьевич, ну, главный вопрос, да, на каких площадках? Да, площадок в этом году много. Мы понимаем, что кто-то скажет удобно, неудобно, но сам по себе фестиваль он вырос. То есть, я как выше сказал, мы там дошли до исторического парка «Россия. Моя история», потом мы в «Триумфе» несколько лет работали, последние 2 года в Дахсуне. Но это действительно более 14 основных площадок. Это все научные институты, это все вузы нашей республики, плюс тот же исторический парк, Малая академия наук, Чапаева, Хангаласского, Чурапча, Чурапчинский институт физической культуры и спорта. И все они открыты 3 дня, 23, 24 и 25 для посетителей. Ну, здорово. Спасибо большое. Хороший, опять же, способ провести свои выходные с пользой. Да, приглашаем всех. С пользой, да, прикоснуться к науке, как сказали. Вам Отличного спасибо. дня. Спасибо. Да. Да. И вам, дорогие зрители, тоже желаем хорошего настроения и отличных выходных. Встречайте утро в понедельник вместе с нами.